Счастье – это когда утром очень хочется бежать на работу. Я считаю, что это уникальный человек. Иначе и не скажешь. Геннадий Баранов – фигура историческая. Должность председателя Верховного суда в правовом государстве – одна из самых важных. Занимал он ее 26 лет. Нормально? В праздничный день Геннадий Михайлович награжден орденом Дуслех. Свои 80 он встречает в хорошем расположении духа. Говорит, секрет долголетия – это работа в слаженном и дружном коллективе. Скучаю по общению, вот, что прийти в трудовой коллектив. Как раньше спрашивали, что такое счастье? Счастье – это когда утром очень хочется бежать на работу, а вечером хочется бежать домой. Вот мне хочется бежать на работу ради того, чтобы вот общаться, находить, решать какие-то дела. Свой трудовой стаж Геннадий Баранов начал в 1967 году. Еще до окончания юрфака КГУ его избрали народным судьей Кировского райсуда. Должность председателя Верховного суда он занял в 1985-м. Тогда Геннадий Михайлович сыграл колоссальную роль в переходе от советской к современной правовой системе. Знаем и высоко ценим вас, как блестящего, авторитетного профессионала, чуткого, отзывчивого человека и внимательного, мудрого собеседника. Общаться с вами всегда необыкновенно легко и приятно. Всю свою сознательную жизнь вы посвятили служению правосудию, проработав без малого 40 лет в Верховном суде Республики Татарстан, возглавляя его в течение 26 лет в самые судьбоносные годы. Ваша принципиальность, порядочность и твердое исследование духу закона всегда служили нравственным ориентиром для судейского сообщества нашей республики. А ваше стратегическое мышление и безусловный авторитет позволили успешно реализовать множество важнейших реформ, повысивших открытость судопроизводства и качество правосудия. Коллеги отмечают, Геннадий Баранов всегда был принципиальным и беспристрастным. Под его руководством судебная система прошла перестройку и лихие 90-е. Очень много уголовных дел было возбуждено, доведено до суда, и судом приняты соответствующие решения в отношении тех бандитских группировок, которые в 90-х годах функционировали. Этих людей ведь тоже нужно было рассматривать. Их называть можно много. Это и банда боксеров, 28-й квартал. Это вот как раз в его период организовывал в том числе и рассмотрение таких сложных, больших, серьезных, можно даже сказать, опасных дел. Геннадий Баранов – заслуженный юрист Татарстана и России, награжден медалями за доблестный труд и орденом почета. Те, кто трудился с ним бок о бок, говорят – скромный, надежный и, главное, справедливый. С Геннадием Михайловичем мы проработали больше 20 лет, даже больше, 23 года с чем-то. Очень приятный человек в общении, очень интеллигентный человек, очень образованный человек, высокопрофессиональный юрист. Вы знаете, вот за все время работы я никогда не слышал, ни сам не слышал, ни от кого не слышал, чтобы Геннадий Михайлович на кого-то повысил голос. Все годы работы он последовательно добивался главной цели – создания и укрепления независимой судебной власти. Его называют настоящей эпохой правосудия. С 2011 года Геннадий Баранов в почетной отставке. Коллеги Геннадия Баранова в шутку говорят, что он построил себе памятник еще при жизни. Вот он, это само здание Верховного суда. Первый кирпич в основании здания был заложен им в 2002-м. Строительство завершилось в 2009-м. Сегодня юбиляр принимает поздравления от своих коллег и мечтает встретить свой следующий юбилей в этих стенах. Импульс мне уже придало еще, может быть, еще на ближайшее десятилетие, чтобы встретиться еще через 10 лет. Вот было правильно. Уважаемый Геннадий Михайлович, от всей души желаю вам, прославленному ветерану судебной системы Татарстана, доброго здоровья и благополучия. Мир и добра вашему дому. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.